Обезврежено 2 взрывных устройства, задержано 106 человек, подозреваемых в особо тяжких преступлениях. И это только за прошлый год. Росгвардия в преддверии своего 5-летия, оно пройдет в эту субботу, 27 марта, подводит итоги работы. На пресс-конференцию начальник управления Алексей Ходоров отметил, за эти годы проделано много непростой, но очень важной работы. Это не только охрана общественного порядка и борьба с терроризмом, но и контроль за оборотом оружия. И работа дает результаты. В 2020-м было изъято 12 единиц оружия и 1500 боеприпасов. Тенденция у нас идет к снижению. Граждане у нас более, скажем так, ответственно начинают относиться к тем единицам оружия, которые имеют во владении. И количество нарушений, тенденция к снижению идет. То есть более ответственно подходят к обороту оружия. В состав Росгвардии входят такие структуры, как ОМОН, СОБР, вневедомственная охрана, внутренние войска МВД. За 5 лет существования структуры созданы учебные центры, которые готовят кадры специально для Нацгвардии. Росгвардия – это молодая структура. Вы поймите, 5 лет подразделения. 5. Вот. За 5 лет можно что-то все понять, все, тем более это, как говорится, образно, структура, которая создается, образно говоря, с нуля. Это новая нормативная база, потому что у подразделений новые задачи. Новая нормативная база. Это надо привести форму соответствия, привести. Это вот элементарно. Форма соответствия, здание. На момент формирования Росгвардии новая структура не успела войти в государственный 5-летний бюджет. Поэтому с финансированием были проблемы. По словам регионального начальника управления, сейчас ситуация меняется кардинально, и уже в ближайшие 2 года можно исправить все недочеты.